Чем, а вернее кем особенно славится Инта? Своими людьми. Теми, кто строил город и добывал уголь, получается, шахтерами и строителями. Такого второго города, в котором есть своя душа, своя энергетика, уютная, тихая красота, не найти не только в Республике Коми, но и за ее пределами. В минувшее воскресенье представители этой славной отрасли отметили свой профессиональный праздник – День строителя. Накануне даты Интинский краеведческий музей пригласил тех, кто всю свою жизнь посвятил Инте и создавал ее уникальный облик. И разрешите в эту знаменательную дату поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать всего самого наилучшего. Профессия, отрасль строительства охватывает всего множество профессий. Наверное, нет ни такой отрасли, ни одной у нас в стране, которая охватывала бы столь много специальностей различной степени. Да? То есть начиная от самого начала, заканчивая проектировкой. То есть, вернее, начиная от проектировки, заканчивая уже последним кирпичом, перекрытием, докладкой дома. И что самое интересное, да, что вот благодаря именно вам в этих суровых условиях, в крайне суровых условиях, мы приобрели такой замечательный город Инта. Без ваших подвигов, без ваших стараний мы бы не могли бы гордиться таким городом, с такой изюминкой своеобразной, да, и с такой архитектурной особенностью. И в год Героя Республики Коми я хочу вам сказать, что именно вы настоящие герои нашего города. Еще раз в преддверии знаменательной даты хочу вам пожелать всего самого наилучшего, долгих лет жизни и счастья. Всего самого. Я приехала на Инту, вот первый раз вообще выбралась на север в своей жизни в апреле месяце, да, я приехала в апреле, вот уже тут все это время с вами. И Инта действительно очень уютный, очень компактный, очень маленький, очень красивый город. И это именно благодаря вам. Хочу вам сказать огромное спасибо за ваш труд, за ваш вклад в этот город. Вот. И он, я думаю, еще очень долго будет радовать нас всех, и эти прекрасные дома, потому что действительно все, кто приезжает, все отмечают вот эту уникальную архитектуру, уникальную, потому что каждый же дом, который вы построили, он с уникальным орнаментом, он же нигде не повторяется. Спасибо вам огромное, с праздником, всего самого светлого, хорошего, самое главное здоровья и долгих-долгих лет жизни. От всего города, от всех жителей, от молодежи, от среднего, старшего поколения. Я от всей души передаю слова благодарности всех наших интинцев за город, который вы построили своими руками. Построили в суровые годы, построили в суровом климате. То есть это на самом деле подвиг, и, возможно, вы работали, конечно, вы работали, и вы не придавали этому значения. Для вас это была обычная работа, да, трудовые будни, но на самом деле в итоге получился город на краю земли, на самом севере, в таких вот условиях построить красивый, уютный, а на самом деле уникальный город, потому что все гости, которые приезжают к нам в Инту, прежде всего отмечают радушие интинцев, и второй момент – это красивые дома, кирпичная кладка, орнамент, коми-орнамент, вы подчеркнули этим орнаментом, что мы живем все-таки на коми-земле, вот, поэтому, конечно, наш город уникален, и огромное вам спасибо за ваш труд, потому что каждый вложил в каждый дом, наверное, свою частичку тепла, и души, и сердца. Вот, прошли трудовые годы, к сожалению, очень много уехало у нас строителей, нас становится меньше, но, тем не менее, мы постарались сегодня вот собрать тех, кто смог откликнуться на нашу просьбу, прийти, встретиться. И, конечно, желаем вам сегодня хорошей нашей встречи, очень душевной встречи, для того, чтобы пообщаться, вспомнить, как строился город, вот, и каковы будни его сегодня. А вам здоровья, тепла в ваших домах и тепла в ваших сердцах. Дорогие наши ветераны отрасли, примите самые теплые поздравления с предстоящим Днем Строителя. Ваш труд – это была не просто работа, это созидание, создание уюта и комфорта для жизни всех интинцев. Вы построили такой уютный, светлый город, а мы гордимся им и вашими достижениями. Спасибо вам за ваш опыт, за ваш профессионализм, за ваш вклад в развитие нашего города. Мы желаем вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия. Пусть ваши дома будут полны тепла, а сердца радости. С праздником вас! С Днем Строителя! В честь праздника сотрудники музея подготовили новую экспозицию «Этажи времени». Работники учреждения культуры собрали фотографии самих строителей Инты, а также моменты возведения знаковых зданий при Полярье. Старались использовать такие снимки, которых до этого не было в свободном доступе. В архиве музея хранятся негативы Иннокентия Паротикова, знаменитого фотописца Инты. Именно его фотоаппарату принадлежит большая часть экспозиции.
Также ряд фотографий предоставил несколько лет назад Совет ветеранов. В 1957 году строительная школа номер 10 были, значит, 4 профессии разных. И мужские, значит, шахтеров только не было, но в основном 4 группы были все строители. Вот. Ну, вот оттуда пошло. Потом построили училище, туда начали все профессии там принимать. Приехали со всех городов и деревень. Очень много приезжали, это с Вологды, девчата тоже такие. Ну, в общем, очень много женщин было. Но они как-то и каменщики, они разных профессий. Вот здесь сейчас были девчата разных профессий. Они и каменщики, и штукатуры, и эти, как его, крановщики. Вот одна крановщица только была. Значит, это мужчин никто не пришли. И в основном были женщины. Конечно, стройка – это очень сложный объект. Но я, не знаю почему, или мне заложено еще было при рождении, я стройку любила. Со всеми ее проблемами, со всеми, как говорится, проблемы. Все, знаете, в то время... Сами должны представить, как было сложно, потому что очень много не хватало всего. Женщины замуж повыходили, дети пошли, тоже надо было устраивать, садиков не было. Это уже мы, когда сами построили Василек, тогда уже все женщины наши, это самое, как сказать, дали своих детей, а то нянек нанимал. Конечно, далеко не все из приглашенных ветеранов смогли найти себя на фото. Ведь на строительстве города было задействовано огромное количество человек. Множество бригад, каменщики, штукатуры-маляры, крановщики, слесари-сантехники. Нина Петровна Башарина, каменщица, себя на фото нашла. В Инту женщина приехала из соседнего Ненецкого округа, поселка Харуты. При Полярии подарила ей профессию и стала родным домом. «Здесь мой лес, мои ягоды, мои грибы. Никуда не хочу», признается в любви и тем Нина Петровна. Я приехала, последний дом был юбилейный, а уже дальше уже ничего не было. И я работала до 2000 года, 30 лет практически. Я с 70-го года работала каменщиком. Зимой 40 градусов работали, бывало, потому что 39,5 не хватает до 40 полградусов. Идите работайте. Было и такое. До 4 разряда доработала, стояла на углах, углы ложила, тоже поднимала. Ну, это уже в конце, когда уже более опытная была. Вот так. А это сложно работать? Ну, углы же дома, чтобы было все ровно. Стояла на углах одно время. Ну, уже в самом конце уже. Эти проемы все эти тоже так, чтобы не криво, не косо, чтобы не развалилось. Все так по отвесу все ложили, да. И 4 разряд, так, практически самый высокий разряд был. Ну, 5 разряд, по-моему, ну, там уже бригадир. А я до 4 разряда доработала. Это уже ложили, кто углы ложил, кто столбики эти все ложили. Узоры в том числе. Узоры на домах – это особая гордость Приполярья. Каждое жилое здание имеет свой неповторимый орнамент. 2 одинаковых кирпичных домов в Инте попросту не найти. Поэтому мы не могли не поинтересоваться, как создавалась эта красота. Нам же давали проект, и по проекту мы так и строили. А как иначе? Сложно? Ну, не очень, потому что проект-то есть, там как бы рисунок есть, мы так по рисунку раскладывали сначала кирпичи, а потом ложили. Вот так. А тебя ничего не добавляешь? Нет, конечно, там нельзя, там все строго. Высота, ширина. Пожалуй, самый известный сегодня ветеран-строитель в Инте – это Лидия Митрофановна Юргелайтени. За свои заслуги женщина получила звание «Почетный гражданин Инты». Лидия Митрофановна в девичестве Хозяинова родилась в деревне Абись. Ее стаж работы в отрасли более 43 лет. Деревенская девочка очень быстро выучилась и стала бригадиром. Уважение к ней было так велико, что интинцы неоднократно выбирали ее в городской и Верховный Совет Коми. Свою нелегкую работу она вспоминает только с положительными эмоциями. Было очень интересно жить.
Мы как-то все такие были, все люди были веселые, интересные, уважали друг друга. Но бывали вот как-то сейчас же, когда вот это все пошло в 90-х годах, подходит ко мне вот Валентина Васильевна и говорит: Митрофановна, зачем мы ругались, когда нам кран был один, надо было раствор. Зачем мы, дураки, ругались за раствор? Все равно, говорит, все развалили. Она такая женщина, тоже. Вот сегодня не пришла, жалко, мы ее не могли поймать. Лидия Митрофановна признается, что прожила очень интересную жизнь и всю ее посвятила Инте. Не променяла родной город даже на Москву, а ведь был шанс уехать еще в 60-х годах. Настолько тогда ценились толковые представители рабочих специальностей. Моя жизнь была очень интересная, я очень много повидала. Еще в молодости, когда вот уже я начала работать, я не сразу бригадиром стала. У нас были наставники, все. Это я еще так и не думала даже. А друг меня, начальник участка, он был из тоже приезжих, украинец был, очень хороший человек, он был начальником участка. Говорит: Лида, поедешь, говорит, с республики посылают на это, и заодно научишься передовым методам труда. Ну а почему? Поеду. И вот мы с Коми, нас в основном-то послали на стройку, дом 21-го съезда. Вот. Ну, нас на другой объект послали. Но мы довольны. Вот мы там и увидели настоящую стройку. Почему настоящая? Там намного все было легче. Вот, например, мы таскали известку на руках, на маленький краскопультик. А потом оттуда, когда я приехала, уже рассказала, как и что было. И вы знаете, еще было чудо, конечно, это даже как-то не верится. Нам дали задание, а там меня назначили бригадиром, там, в Москве. Я стала бригадиром. И вдруг меня приглашают в ЦК ВЛКСМ. А тогда же эти комсомольские стройки, а москвичи очень нуждались в рабочих, хороших рук. Ну вот меня пригласили, значит, в ЦК пошла, поговорили, чтобы я осталась. Вот я говорю: да нет, я не могу, у меня мама очень больная, я не могу. Ну, сходите еще в главмострой, может, там вы как-то договоритесь. Ну, пошла, куда деваться, повезли меня. Ну, и я начальнику говорю: да я, конечно, может быть, и с удовольствием осталась. А потом там шутку начала и говорю: а где я жить буду? Можно подумать. Он говорит: а вот там, где вы живете, на Заводской, там огромное общежитие. А мы жили 10 человек, отдельно квартира, большая квартира, все там, у нас вот 10 человек койки были. Ну, она была все там было, как говорится, кухня большая, все было хорошо очень. Ну, так я не смогла остаться. Еще они предложили, чтобы я всю бригаду оставила, поговорила. Но я к девчонкам подошла, а они, кто с Воркуты, кто с Ухты, кто с Сосногорска, все вот девчата. Еще 3 парня были из Инты. Ну и я говорю: ну вот так и так. Останетесь, может быть? А они говорят: нет, ты не остаешься, мы не останемся. А потом уже мне писали письма, что пожалели, что не остались, и почему ты с нами не осталась. Вот такие Была, да, в 61 году меня послали на съезд молодых строителей при Хрущеве в 1961 году. Его не было, он был в Китае. Поздравления послал, все правительство, как нас встретили. В Георгиевском зале мы сидели, это с республики Коми, строители, молодые строители. И, значит, что там...
Ага, и концерты нам в этих в залах, там же именно, всех артистов повидали. Людей было очень-очень много, так мы так уже где услышим, где посмотрим, это все было стоя. Угу. Вот такая судьба. Как будто вот я часто сейчас вспоминаю, думаю, ну почему именно я? Девчушка маленькая, ой, красавица, не красавица. Говорю, меня еще и тут куда-то послали. Ой, вот так было. Всегда среди строителей в Инте больше было представителей прекрасной половины. Вот и на выставку пришли только женщины. Каменщицы, штукатуры-маляры и даже одна крановщица. У каждой за плечами стаж минимум 30 лет. Все они своими руками создавали наш прекрасный город. И у каждой есть тот объект, который они вспоминают с любовью и особой гордостью. Я горжусь. И до сих пор, вот шутку девчатам, когда звонят, говорят, я говорю, вот пенсию получу, пойдемте все в наш любимый ресторан. А он же какой красивый. И мы сами строили в 3 смены, да, и шлифовали, и эти таскали на носилках бетон. Все девчонки в основном были, шлифовали стены, и потом там такая отделка была. Ага, очень хорошая. Ну и частенько приходилось туда ходить, кого-то провожать, что-то еще. Все равно люди ходили. И приглашали городские. Ну, тогда, как меня это уже выбрали почетным гражданином, ну тогда и это я получила, начали приглашать туда в праздники. Вот. Этот был очень красивый ресторан. И очень гордились мы кинотеатром «Россия». Ой, как там хорошо, тоже там работали. Но в основном вот эти строители, которые вот строились, вот в основном эти девчата все 40 лет работали. Ага, 40-30. Ну и, как говорится, им сейчас так обидно, что вот это так получилось, что вот, ну, это... Вот я, например, сейчас еду, когда сын меня прогуливает на машине, специально ездим, смотрю город, так я далеко не могу ходить, и меня слезы наворачиваются на каждый объект. И как можно выбрать что-то одно? Первый садик мы делали «Ласточку». Ага, заведующую познакомились, она много лет работала, сейчас уже подзабыла ее это имя, отчество. И все садики большие, все мы строители, в основном женщины. А вот когда мы строили садик Юля, который возле меня, Рябинушка, заведующая, потом мы уже сделали все, девчата вычистили, убрали, сдали. И комиссия должна была прийти. Подходит Нина, заведующая Александровна вроде была, и говорит, Митрофан, Лидочка, это самое, никогда не думала, что наши интинские строители такие. А что вы думали? Да, все думали, пьяницы, алкоголики, а оказывается, какие у нас строители. Закончилась встреча ветеранов-строителей чаепитием. Организаторы подумывают взять идею на вооружение и проводить подобные мероприятия для старожилов накануне других профессиональных праздников.